ну, когда они делают описание этого случая, он понимает и говорит, что есть в нашей психике вот этот слой, который называется, соответственно, бессознательное. То есть отсюда рождается его концепт бессознательного. И отсюда же психоанализ возникает как метод лечения. Это лечение, да, разговором, как Кьюра они это называют, да. И плюс здесь возникает феномен, который сейчас, да, в любой психологической практике, не имеет значения, к какому подходу вы принадлежите, но он является обязательным условием, ну, скажем так, психотерапии, давайте так это назовем. Что это, вы знаете это слово, что должно возникнуть между мной и моим клиентом, чтобы терапия стала возможна? Доверие. А вы знаете, почему, кстати, возвращаясь к случаю с Анной О, почему этот случай еще и такой немножко скандально, да, известный, ну, как скандально известный? Потому что он был первый? Может, она влюбилась? Кто это сказал? Ну, не знаю. Потому что она влюбилась, и чем там история закончилась? Ну, не помню. Она стала феминисткой. Ну, это не конец, кстати, мы не знаем, может быть, там биография ее, да, будет гораздо интереснее, чем этот факт, который обычно Она описывается вроде в как Википедии. страдала, Потому что она, смотрите, вы не обращайте, да, внимания на это слово, потому что она влюбилась, все обратите внимание на это слово. То есть, смотрите, между мной и клиентом должна возникнуть эта связь, основанная, давайте назовем ее словами, которые Фрейд называл, основанная на влюбленности, и называется эта связь, вы реально, да, не знаете это слово? Симпатия. Перенос. Перенос. Это называется перенос, концепт, да? Не знаю. Вот это называется трансферентные отношения. То есть я не думаю, что я первый человек, который вам про это рассказывает, да? То есть вы знаете про это. Знаете же, да? Да, но... Не то, что я не знаю. Да, не в таком смысле. А в каком смысле вы знаете? Перенос это не всегда хорошо. В смысле, потом клиент, который перенес свои чувства на... Это же не всегда будут, допустим, я воспринимаю своего психотерапевта как там свою мать и так далее, или как кого-то близкого, но не влюбляюсь в него. А вот если наступает перенос именно с влюбленностью, которая потом уже дает плоды и на, получается, терапевта, мы же знаем, что нельзя переносить свои эмоции, какие-то состояния на клиента, потому что, это неэтично, не гигиенично и так далее. Я понимаю вашу логику, но давайте тогда я попозже к этому вернусь, прокомментирую, не напомните, что давайте чуть-чуть мы расширим ваше понимание переноса. В самом широком смысле это не только там эротический перенос, о котором, например, шла речь между Анной О и доктором Брейером. Существует огромное количество видов этого переноса, но так как мы не психоаналитики, там, не знаю, может кто-то из вас пойдет в психоанализ, вы будете там как раз потом захотите изучать все эти виды. Я как бы знаю там 2-3, и мне этого достаточно там для практики. А вообще мне достаточно для практики понимать эту идею, смотрите. Перенос, трансфер, да, это называется, трансферентные отношения. Смотрите, эти трансферентные отношения, это Фрейд сделал на этом, да, акцент. Эти трансферентные отношения должны возникнуть между мной и моим клиентом обязательно. Обязательно должно возникнуть какое-то отношение. Смотрите, отношения в любом случае самый такой... базовый, да, как бы момент, который делает мою терапию возможной. Если у вас не будет ко мне отношения, там хоть что, никакой терапии не будет. То есть должно возникнуть отношение. Но кто-то, правда, да, как вы говорите, кто-то действительно начинает воспринимать фигуру аналитика как отцовскую, материнскую, как это супруг или наоборот сын. Ну, то есть как бы разные виды переносов, то есть как будто бы, смотрите, само слово трансфер, да, или перенос, да, по-русски, как его называют, ну, по-русски тоже говорят трансферентные, да, отношения. Как будто бы в эту ситуацию, которая происходит между мной и моим клиентом или пациентом, я переношу что-то из реальной жизни, потому что это имеет отношение к моей психике, понимаете? То есть, и если я это из реальной жизни переношу сюда, в это пространство кабинета, тогда анализ или терапия становится возможной. Если я не переношу, ну про что мне с вами разговаривать, как бы, ну то есть даже когда другу, да, или там подружке вы рассказываете, у вас все равно есть отношения.
вы все равно этому человеку верите, у вас есть симпатия, там, ну и так далее, да, там вас поддерживают, ну просто если из-за ситуации кабинета, да, выйти. Вот на этом сделал акцент Фрейд, потому что он сказал, что для существования вот этого психического анализа огромное значение имеет вот этот вот перенос. Но то, как я вам сейчас это рассказала, так он, конечно, про это не рассказывал, то есть тогда для них это была проблема, в том плане, что действительно этот случай, почему такой немножко скандальный, потому что это Берта Паппенхейм, она влюбилась в любом случае, да, в своего доктора. И почему я говорю в любом случае, как вы думаете? А почему вот стала возможной, да, эта влюбленность? Когда приходишь к терапевту, он тебя принимает, понимает, поддерживает. Ты думаешь, он такой классный. То есть, смотрите, сама идея, он каждый день к ней приходил, каждый вечер, понимаете, проводил с ней процедуру гипноза, да, там, ну или каких-то других еще, там, не знаю, процедуры, да, другие процедуры. И ну, в любом случае это тот человек, да, к которому у вас формируются отношения, у нее ну, возникло, правда, это чувство влюбленности, там, любви, не знаю. Но учитывая, что она у нас пациентка, вы про это помните, да, удерживаете, это в памяти, у нее началась истерическая беременность, то есть это вот прям такой тоже симптом. Я вам говорила же, да, что истерия может симулировать ну, любую болезнь или любой симптом. И у нее началась истерическая беременность, и там, по-моему, даже описано, как он приезжал, и, в смысле, ну, не очень понимая, там, что с ней происходит, она, оказывается, вот прям как будто бы схватки уже у нее начались, настолько там симптоматика, да, была вот в этой как бы ее психике сформирована, не знаю, как сказать. И ну, беременность была, понимаете, истерическая, то есть никакой беременности не было, но она рассказала всем, что, понятно, отец ее ребенка это Брейер. И смотрите, это мы сейчас уже можем понимать про то, что это неправда, да? То есть, потому что у нас есть определенное знание про это. А как вы думаете, как это реагировало то общество, да? Того времени, как вы думаете? Психотерапевт изнасиловал свою клиентку, посадить его. Скандал. Ну, то есть в любом случае, вы понимаете, они поверили, конечно же. То есть, и учитывая, что, смотрите, Брейер, он же про это не знал, то есть не было еще процедуры психического анализа. То есть они с этим столкнулись впервые. Понимаете, то есть Фрейду это подарок, потому что он начал, да, с этого, как бы, всю свою эту историю с психоанализом, да, связанную. Ну, а Брейер, как бы, не знал, как, да, с этим иметь дело, естественно, лечение прекратил. То есть, ну, понятно, что там были слухи, и, ну, такие, как бы, вещи, и что очень неприятная, да, для него была ситуация, что вот так вот его пациентка обвинила. Но Фрейд, продолжая, да, эту идею, он, ну, понял, что, ага, то есть для того, чтобы это лечение разговором, Цукинкюр достала возможным, мне нужно обязательно, там, например, как врачу, да, чтобы между мной и пациентом возникла вот эта вот связь, которая сейчас называется трансферентная, да, связь. То есть это перенос. Ну вот то, что сейчас, например, есть разные виды, это уже последующие, да, школы психоаналитические сделали вклад, да, в эту идею, да, ну, развития, ну, саму идею развития переноса.